Просветительские марафоны Российского общества знания известны, пожалуй, всем и каждому. Ежегодно проходящие мероприятия общества традиционно объединяют неравнодушных, активных, заинтересованных и увлеченных, по-настоящему любознательных людей. В этом году, в честь 80-летия атомной промышленности России, марафон «Знания первые», один из флагманских проектов общества знания, прошел и на территории Абхазии. Ведь наша страна неразрывно связана с историей развития ядерной науки. Именно в Сухуме 80 лет назад появились знаменитые объекты А и Г, спустя 5 лет ставший известным нам СФТИ, принявшим активное участие в развитии атомной промышленности СССР. Для нас это настоящее событие, потому что традиционный марафон «Знания первые» — это площадка, где топовые спикеры не только России, но и разных стран, мировые топовые спикеры встречаются с молодежью и общаются на равных. И сегодня у нас 10-й по счету марафон, но впервые он проходит на гостеприимной абхазской земле, и для нас это очень важно. Марафон у нас посвящен 80-летию атомной промышленности. А если мы вспомним вклад Сухумской, в принципе, научной школы, то мы вспомним и про открытие в 1950 году научного центра, Сухумский физико-технический институт, который сыграл одну из ключевых ролей в создании атомной промышленности, которую мы знаем сегодня. Главная тема марафона – энергия будущего, которая предстоит создавать десяткам и сотням детишек, пришедшим на масштабное и яркое мероприятие. Среди выступающих – абхазские и российские спикеры из самых разных сфер, от захватывающей ядерной науки до мирового футбола. По словам Ирины Карих, расширение географии марафона «Знания первые» – знаковое событие, важное для всех причастных. Мы, как Российское общество знания, точно считаем, что знание является фундаментом любых коммуникаций и взаимоотношений. И вот прямо сейчас, кстати, ребята из Абхазии в количестве 30 человек присутствуют на центральной площадке марафона в Москве. И обмен знаниями очень важен. Нам важно, и что спикеры, ведущие Республики Абхазия выступают также на марафоне, и мы точно их будем ждать на других площадках. Я уверена, что благодаря открытию представительства Российского общества знания в Абхазии у нас получится сделать подобные мероприятия, добрые традиции и регулярной такой деятельности, в которой участие смогут принимать молодые люди Абхазии. В зале множество радостных, заинтересованных лиц. Школьники со всех уголков Абхазии собрались в Госфилармонии в ожидании начала масштабного события. Спустя буквально несколько минут к ним с приветственным словом обратился глава государства, отметив, что именно они, юные, любопытные, взволнованные, но полные надежд, будущее нашей страны. Бадра Гунба подчеркнул, что в Абхазии открываются атом-классы, благодаря которым каждый ученик может заинтересоваться наукой и стать созидателем новой реальности. То, что одна из площадок этого масштабного события проходит в Сухуми, символично. Ведь именно здесь, в Сухуми, в физико-техническом институте трудились выдающиеся ученые, которые внесли большой вклад в развитие советской атомной науки. Это часть нашей общей истории. Мы живем во времена, когда знания и технологии решают будущее страны. И сегодня, как никогда, важно, чтобы молодые люди понимали, именно они носители энергии будущего. Я искренне рад, что молодые граждане Абхазии получили возможность участвовать в марафоне, слушать лекции и общаться с выдающимися учеными, деятелями культуры и спорта, предпринимателями. Сегодня делегация Абхазии из 30 человек принимают участие в марафоне «Знания первые», который открывается в Москве. Благодарю Общество знания за приглашение наших молодых соотечественников для участия в столь престижном образовательном форуме. С приветственным словом к собравшимся обратилась и министр просвещения республики Ханна Гунба. Образование – это фундамент, на котором строится будущее любого государства. Именно знания, полученные в школе, в университете,
на подобных марафонах дают вам, дорогая наша молодежь, старт в большое уверенное будущее. В марафоне участвуют будущие ученые, будущие спортсмены, артисты и творческие люди. Развитие спорта и культуры – это не менее важная составляющая гармоничного развития личности человека. Я хочу пожелать вам сегодня найти новые знания для строительства будущего крепкого абхазского государства. Сотни учеников школ, студентов Национального университета и иных образовательных учреждений страны в ожидании начала мероприятия зримо волновались, перешептывались, осматривались. Кто-то из них уже интересуется наукой и мечтает посвятить этой сложной, но невероятно важной сфере всю жизнь. Кто-то, пусть еще не определился с выбором будущей профессии, питает страсть к просвещению, хочет узнавать мир вокруг во всем его многообразии, а некоторые жаждут увидеть вживую кумира. Но все и каждый полны эмоций и томительного ожидания. Я думаю, у каждого есть, такой вот шанс послушать, пройти здесь эти лекции. Я думаю, будет очень интересно. Это интересная возможность узнать что-то новое, увидеть что-то новое. Так что ждем с нетерпением. Про этот проект узнала я совсем недавно, заинтересовалась этим также. Думаю, узнать что-то новое и увидеть что новое будет интересно. Вообще сегодня очень большие ожидания, потому что это мероприятие для нас совершенно новое, и хотелось бы побольше углубиться в тему этого проекта, чтобы узнать побольше. Я жду приезда Андрея Аршавина, увидеть его, сфоткаться, попросить автограф. Он мне как футболист очень нравится. Это редкая возможность, тем более он чуть ли не легенда мирового футбола, играл в Англии. Не то, что вдохновляюсь, но наблюдаю там старые нарезки, как он играл. Список спикеров, выступивших сегодня в Госфилармонии, обширен. Это и глава МИД Абхазии Олег Барциц, которого все собравшиеся слушали внимательно и вдумчиво, и гендиректор Государственного русского театра имени Искандера Ираклий Хиндба, поведавший подрастающему поколению о важности развития культуры, и заслуженный тренер Абхазии Рафаэль Ампар, и заместитель генерального директора по спортивному развитию команды «Зенит» Андрей Аршавин, и заслуженный артист России и Абхазии Евгений Князев, и многие другие. Евгений Владимирович поделился со слушателями важным наставлением. «Необходимо, — сказал артист, — ставить перед собой невероятные цели, создать что-то необычное и масштабное, и мыслить глубоко и широко». Я даже не знаю, как это мероприятие назвать. Оно просветительское, образовательное мероприятие, мероприятие, мобилизующее молодых людей на то, чтобы они занимались какими-то вещами серьезными, чтобы они осознали, что они сегодня молодые люди, школьники, а завтра они уже народ этой страны, и многие из них будут лицом народа. И моя самая главная задача сказать им было, что если ты хочешь кем-то стать, для этого нужно себя очень образовывать, для этого нужно учиться. А учиться нужно любой профессии, от гуманитарной профессии, нашей актерской профессии, а уж не говорить о том, что если ты хочешь заниматься серьезными технологиями в наш технологичный век, потому что век так быстро развивается, что наша профессия, профессия людей, которые работают с тонкими струнами души каждого человека, она на сегодняшний день, мне кажется, тоже очень важна. И мне нужно было это сказать. Я слышал тишину зрительного зала, я слышал, как они прислушивались, а какие они сделают для себя выводы, покажет время. Просветительский марафон «Знания» – первое яркое мероприятие, собравшее вместе детей и взрослых со всех уголков страны. Встречи и лекции с первыми лицами крупных российских компаний, с государственными и общественными деятелями Абхазии и России проходили более 5 часов в самом центре Сухума. Организаторами мероприятия выступили Российское общество знания,
и Министерства просвещения Абхазии. Рада Чачава, Торник Амичба, Абаза ТВ.